Я Дальше способна. наверху начать трансляцию. Олечка, я уже в эфире. Молодец, ты умница. Управление зашла, все зашло, да? Да. Браво, поздравляю. Спасибо. Давай, мы смотрим. Коллеги, посмотрите, Удачи. да, спасибо большое. Посмотрите, вам так удобно, вот, потому что у меня очень большой текст, да, ну, то есть не сильно большой, но тот, который нужно, необходимо доносить. Вот если я вот так смотрю, нормально, то есть как бы для вас? Ой, отключаюсь. Хорошо, коллеги, я рада, что слышно меня отлично. Я правильно поняла? Все чудесно. Тогда через несколько минут начинаем эфир. Да? То есть или 5 минут, потому что у меня на компьютере 2 минуты, здесь 5. Вы тогда дайте мне знать, что мы начинаем. Вот. Сообщите, пожалуйста. Так, звук принято. Угу. Все, спасибо. Угу. Так, подождите, здесь нет, наоборот, нужно. Вам слышно, коллеги? Все хорошо? Замечательно. Николай, я тоже вас рада приветствовать и уверена, что тот вклад, который вы сейчас и до этого делали, и сейчас делаете, очень огромный. И надеемся, что те ресурсы, которые сейчас, о которых я вам сегодня буду рассказывать, они тоже пригодятся и для ваших ребят, и для вашей организации. Вас с праздником! Коллеги, прошу организаторы сообщить, когда мы начинаем прямой эфир. И добрый день, уважаемые участники нашей встречи. Сегодня непростое время для региона, страны и всего мира. Как никогда нужна наша сплоченность с вами, сектора НКО и гражданских активистов. Большинство из вас активно помогают своим подопечным. И в этот день гражданского активиста особенно хочется вам выразить свою признательность и пожелать сохранять ту энергию и ценности, которыми вы обладаете. Вы знаете, что у меня очень трепетное отношение к Якутии и к лидерам НКО. Мне искренне хочется помочь каждому из вас, но я понимаю, что можно максимальную поддержку оказать, только предложив реальные инструменты. И сегодня я ими поделюсь с вами. Ой, сказать, что я переживаю это время сложное, непростое, так как мои дети старшие – это врачи, младшие – это специалисты по связи с общественностью и сейчас активно работают с платформой ОНФ «Помощь». Они без выходных практически работают, помогая жителям Москвы преодолеть пандемию. Я присоединилась к семье и сейчас нахожусь в Югре. Но я уверена, что эпидемия вскоре будет остановлена. Но спровоцированные ею социальные, экономические проблемы быстро решить вряд ли получится.
На восстановление потребуется время, и это будет сложный период для общественных организаций и их подопечных, ну и для всех нас с вами. Наша профессиональная команда Фонда цифровых технологий уже на протяжении определенного периода без выходных работает, разрабатывая, внедряя удобные технологичные сервисы, которые позволят вам уже сегодня и в дальнейшем оптимизировать и усовершенствовать процессы вашей деятельности. Мы являемся технологическим партнером Фонда президентских грантов. И, надеюсь, вы уже успели оценить сервис, в котором удобно работать. Наш конструктор грантовых конкурсов сегодня активно используется в ряде регионов. В Тульской области, Забайкальском крае, на Чукотке, в Югре. Также в процессе подготовки уже запуска Хабаровский край и Челябинская область и ряд других регионов. Объединенная металлургическая компания, я знаю, что Ольга Миронова приезжала к вам и делилась своим опытом, и нужно отметить, что уже сегодня тоже бизнес наш конструктор принял в работу, и уверена, что они оценят качество и эффективность того ресурса, который мы им предложили. Также Институт развития интернета, Агентство стратегических инициатив являются нашими партнерами. Надеемся, что и Якутия станет нашим партнером, и мы сможем те технологии, тот конструктор, который разработали для грантов, передать вам, и вы сможете им активно воспользоваться. Чтобы найти единое системное решение, командой фонда также была создана сервисно-информационная платформа «Моя Россия». Предлагаю сейчас, кто может, зайти на платформу. Пожалуйста, организаторы, отправьте ссылку, и, слушая меня, вы можете активно изучать возможности на портале, а возможно, кто-то и за это время начнет создавать свою страничку. Да, в один клик любой пользователь может бесплатно создать легко настраиваемый сайт для своей НКО или социального проекта. Да-да, социального проекта, я не оговорилась. На этом сайте владелец может разместить всю информацию о деятельности своей организации в мультимедийном формате, размещать новости организации и анонсы мероприятий, истории своих практик. Кроме того, владелец сайта может проводить творческие конкурсы. Вот, Николай, вот здесь как раз для ваших подопечных, уверена, будет очень полезный ресурс. Пусть ребята пробуют, заходят, и я уверена, что у них все получится, и они также оценят тот цифровой формат, который мы сейчас предлагаем, собирая и модерируя лучшие материалы по заданной теме. Созданные сайты привязаны к порталу moyarossiya.rf, что позволяет формировать единую ленту новостей и анонсов, приводя трафик на вашу страницу некоммерческой организации. Дальше задают вопрос, а можно ли платформу потом, то есть с нашей платформы, ваш сайт перевести на отдельную? Да, без проблем, вы ее можете перевести, это возможно. То есть платформа «Моя Россия» является таким агрегатором контента. Но даже не создавая свой сайт, любой зарегистрированный пользователь может разместить новости и анонсы социально значимых событий. Все анонсы отображаются на Яндекс.Карте. Я знаю, что многие лидеры, многие руководители некоммерческих организаций мечтают о том, чтобы был единый календарь событий, да, то есть чтобы мы видели, когда что проходит. И я уверена, что как раз вот этот ресурс, когда мы все с вами сможем заполнять на единой платформе свои анонсы, он будет и сформирован. Вот. Кроме того, на платформе «Моя Россия» совместно с журналом «Русский репортер» проводится конкурс «Я Созидатель», в котором журналисты и блогеры рассказывают о деятельности активистов. Ежеквартально отбираются 6 лучших материалов в формате фото, видео и истории. Их авторы и герои получают по 15 тысяч рублей. Ближайший конкурс будет запущен до конца апреля 2020 года. Весь перечисленный выше функционал позволяет НКО, инициативным группам
которые реализуют свой проект, рассказать о себе и решать информационную задачу. Но помимо информационной задачи, да, которую мы обозначили, то есть это создание сайтов, мы также разработали для вас дополнительный ресурс, чтобы решить финансовую задачу. На портале «Моя Россия» фонд начинания и фонд развития цифровых технологий создали систему народного финансирования. Вы, конечно, уже знакомы с такими платформами, да, то есть и, возможно, кто-то из вас уже принимал участие, но кто не принимал, я как раз сейчас и предлагаю воспользоваться этой возможностью. Я вкратце расскажу о тех 5 шагах, которые позволят вам именно сейчас, в это время, возможно, потренироваться, понять, как дальше двигаться, как правильно сформулировать все. Поэтому в то время, которое вот нам сейчас выделено, пожалуйста, пользуйтесь ресурсом. И очень важно, чтобы ваши организации были стабильными и, соответственно, проекты устойчивыми. При создании краудфандингового проекта, ну, то есть народного финансирования, пользователю необходимо пройти 5 шагов. И я вам сейчас расскажу про эти 5 шагов. Шаг первый. Установить сумму, срок, регион и название проекта. Выбрать категорию проекта. Шаг второй. Рассказать об авторе и сути проекта, указав его цели, задачи, добавив мультимедийные материалы. Автору нужно заранее придумать календарный план реализации проекта и рассказать о своей команде, если проект реализуется группой людей. То есть вы, наверное, уже заметили, что это не только для юридических лиц, да, но и для физических лиц. Шаг третий. Сформировать бюджет, чтобы жертвователям было понятно, как расходуются средства. Автор может добавлять любые статьи расходов в готовую форму бюджета, сформированную по канонам системы грантовой заявки. Шаг четвертый. Предложить пользователям вознаграждение, связанное с их проектом. Например, автор может предложить жертвователям изделия, которые изготовят их подопечные. Шаг пятый. Заполнить данные, необходимые для оформления документов. Собирать средства могут как физические лица, я уже об этом говорила, так и юридические. При заполнении формы для юридических лиц система сама подгрузит актуальные данные из ЕГРЮ, а также информацию о выбранном банке для перевода средств, что значительно ускорит и облегчит процесс сбора сведений. Система заполнения календарного плана и бюджета проекта, а также остальные обязательные для заполнения поля полностью совпадают с заявкой Фонда президентских грантов и других грантовых ресурсов, реализуемых на базе IT-платформы «Моя Россия». То есть это вот то удобство, та уникальность, когда вы можете и на краудфандинг подать, да, то есть и, соответственно, дальше попробовать свою заявку подать на грантовые конкурсы. Это позволит не только потренироваться в заполнении гранта, но и начать сбор средств на проект до объявления результатов конкурса, но и преобразовать в один клик проекты, заявки и наоборот. То есть это вообще уникальный ресурс, который, мне кажется, прям для вас вот создан. Невыигравшие заявки на крауд-проекты, то есть те, которые не выиграют, они могут их преобразовать в те грантовые конкурсы, которые размещаются на IT-платформе. То есть, как я уже говорила, да, те регионы, которые с нами работают, это и Хабаровский край, и Югра, и Чукотка, да, то есть, как бы, конечно, они могут и на краудфандинговой платформе размещать свои проекты, то есть они автоматически будут подгружаться в крауд-проекты. Кроме сбора средств и грантовой тренировки, народное финансирование позволяет оценить актуальность предлагаемого проекта. Если проект востребован, то пользователи за него проголосуют рублем, что особенно важно при программах софинансирования. Вот, например, как уже в Москве при
предоставлении грантовой поддержки там необходимо подтвердить 10% именно финансового участия, то есть как бы непосредственно именно средств. То есть не так, как мы с вами сейчас в других грантовых конкурсах участвуя, да, указываем, что у нас там сумма софинансирования, и она не проверяется, и мы там оцифровываем ее, да, и вставляем свои заявки, а именно прям финансами. И это как раз сейчас возможность, я думаю, в дальнейшем и другие регионы будут к этому подключаться. Вот, так что, пожалуйста, пользуйтесь нашей платформой. Мы приглашаем всех принять участие в альфа-тестировании этого сервиса. Да, сейчас можно воспользоваться как раз этим ресурсом, оттестировать его и, пожалуйста, то есть как бы, вы знаете, очень важно, что и другими сервисами площадки, значит, если возникнут у вас вопросы по работе с платформой, вы всегда можете обратиться ко мне и к Антону Вербову. Наши контакты указаны в чате. Прошу организаторов, пожалуйста, продублируйте еще раз. Спасибо. Нам важно сейчас помочь тем, кто помогает, то есть вам, гражданским активистам и лидерам НКО. Вы знаете, я когда готовила материал к прямому эфиру, у меня в голове постоянно крутилась песня из кинофильма «Москва слезам не верит» на стихи Юрия Левитанского. Вот я Ольге сегодня уже говорила, говорю: Оля, у меня нет гитары, я бы с большим удовольствием спела эту песню для вас, но я, можно, зачитаю стихами, вот, и хочется сказать, чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен, я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. И я полагаю, что пришло время перемен, и нам уже жизненно необходимо переходить с вами на цифровые решения. Для этого мы создаем для вас условия. Пусть наши ресурсы принесут вам пользу. Самое главное, берегите себя, своих близких. И еще раз, уже от всей нашей команды IT-платформы «Моя Россия» поздравляем с Днем гражданского активиста. Готова ответить на ваши вопросы. Так. Угу. Прекрасно, хорошо. Я очень рада, что сайт вам удобный. В описании видео. Угу. Мои дорогие, я от души еще раз поздравляю вас. И, конечно, очень хочется, чтобы мы с вами оперативно перестроились на те платформы, на те сервисы, которыми мы сейчас тоже с ресурсниками активно используем. И завтра вот наше экспертное сообщество будет тоже выходить в IT-конференцию через другую платформу. Мы используем и Zoom в том числе. Поэтому, пожалуйста, осваивайте, не бойтесь показаться как-то неуверенными каким-то образом, то есть что-то еще вас будет смущать. Берите и делайте. Выходите на свои целевые аудитории, объединяйтесь друг с другом, объединяйтесь с вашими некоммерческими организациями или лидерами, кто работает в этом направлении. Сейчас то время, когда только объединившись, мы сможем реально победить эту страшную пандемию, которая вот охватила весь мир, в том числе и нашу страну. Так, значит, НКО может создавать сайты на платформе «Моя Россия». Да, все верно. НКО могут создавать, не только НКО, но и физические лица, активные граждане также могут размещать свои новости. Поэтому, пожалуйста, заходите. И мы с вами знаем, что один из пунктов всегда оценивается – это информационная открытость. А сейчас он как никогда актуален. Поэтому, пожалуйста, некоммерческие организации, гражданские активисты, заходите. Для вас создан ресурс. И я уверена, что он будет, правда, очень полезный, и вы оцените тот формат, который для вас предложили.
Так, есть предложение, чтобы ваши эксперты провели онлайн-уроки на нашем канале. Да, конечно, то есть как бы мы готовы. Смотрите, я предлагаю по краудфандингу, прям вот буквально, может быть, на следующей неделе, только нам бы желательно уже сразу хотя бы 2-3 проекта, которые готовы зайти в пилотном режиме, провести, ну, то есть прям мастер-класс, и было бы все понятно, потому что сейчас у нас с вами нет возможности, скажем так, протестировать в том формате, как зайти, да, то есть, но предлагаю, да, на следующей неделе, Надежда, организаторы, пожалуйста, организуйте нам возможность для того, чтобы мы предложили коллегам как раз тот ресурс, который очень-очень сейчас важен и нужен нашим НКО. Так, насколько удобна платформа Zoom для связи сообщества? Нам они все говорят, но никто не рассказывает, что это. Вот. Но вы знаете, самая лучшая практика – это начать действовать. Поэтому я предлагаю, давайте так сделаем, что о платформе мы пригласим вас, когда будет какая-то конференция, и все нужно в практике делать, чтобы вы почувствовали, потрогали, попробовали, и тогда это применили. Поэтому, пожалуйста, организаторы, пометьте себе. Так. Вот, я думаю, что у нас сейчас будет время как раз с вами опробовать все ресурсы, которые предлагаются нашими IT-технологиями. Вот. Коллеги, вопросы еще есть? Если нет, то я еще раз вас поздравляю искренне с Днем гражданского активиста, и я уверена, что в ближайшее время у меня получится приехать к вам в Якутию, что мы разрешим все те трудности, которые сейчас возникли в связи со сложившимися обстоятельствами. Дмитрий. Спасибо большое. Да, искренне, правда, очень люблю Якутию, и хочется, я верю, знаете, всегда говорю, якуты вот так очень долго так все взвешивают, очень такие основательные, и, но если они берутся за дело, то они, прям, я вот всегда всем так рассказываю, что если они приняли решение что-то уже делать, то есть как бы, да, пока, я вот даже знаю, да, вот я вам уже рассказала о том, что сколько регионов у нас создали платформы, грантовые конкурсы запустили, но дело в том, что вы как раз изучаете, вникаете, смотрите, как это все работает, какие отзывы, и это все правильно. Уверена, что сейчас в ближайшее время, благодаря в начале карте гражданских инициатив, возможно, грантовый конкурс, кто-то из бизнесов попробует на вашей территории запустить через цифровую платформу, да, конструктор грантов, а уже непосредственно то, что касается ваших конкурсов, которые проходят на уровне правительства, также будет принято решение, и апробировав, мы точно найдем совместные технологии, которые усовершенствуют и создадут еще более удобные ресурсы, потому что мы не стоим на месте. Каждый день ребята что-то предлагают новое, каждый день вносятся изменения. И все благодаря вам, потому что поступают запросы от пользователей. Как можно будет получить информацию о ваших трансляциях в Zoom, Жанна? Давайте так, мы всю с вами коммуникацию выстроим через ваш единый ресурсный центр. Поэтому пожалуйста, подписывайтесь на канал и отслеживайте информацию, которая будет размещаться на сайте Единого ресурсного центра и на YouTube-канале, ну и на других информационных ресурсах центра. Коллеги, если вопросов больше нет, я всегда с вами на связи. Контакты указаны, и мобильный, и электронная почта. Пожалуйста, и в социальных сетях вы всегда можете ко мне обратиться. Я с вами и уверена, что вы со мной. Поэтому всего доброго. Спасибо. До свидания.